Еще раз добрый день. Надеюсь, у всех настроение приподнято. Сегодня мы открываем сквер «Память поколений Новгородовский погост». Участок земного покоя человеческого духа и тела, которому более 120 лет. Когда-то здесь были земельные наделы якутских казаков, данные в дар русским царям для службы и жизни. Они сеяли, пахали, создавали земельные угодья для своего хозяйства и семей. Работала целая община корейцев. Гражданская война полностью изменила их жизнь. Появился колхоз «Новый путь», далее совхоз «Якутский». Земли династии якутских казаков Новгородовых, Шепелевых, Рыбниковых и многих других, живших в прошлом веке, местности Ураха с проходившими на дорогой на село Маган. В современности Хатын-Юрях, Белое озеро, Сот, Зенит-1. Великая Отечественная война унесла много жизней и принесла много горя и бед. Впоследствии здесь нашли свой покой работники первого якутского авиаотряда. Многие имена стали известны при создании сквера, и еще многое предстоит нам узнать. Здесь нашли свой покой труженики тыла и герои Великой Отечественной войны. Со сложными судьбами их семей Лукиных, Рыбниковых, Силаевых, Округиных, Сергеевых, Поповых, Терентьевых, Кондаковых и многих других, которые остаются до сих пор неизвестными. Благодаря работе окружной администрации города Якутска и содействию проектного офиса «Народный бюджет» устанавливается частичка утраченной памяти по инициативе граждан и в частности журналиста Олега Желнина. Данный участок становится сквером городского округа город Якутск. Я думаю, этому можно нам громко поаплодировать. И сейчас для вырезания ленты приглашается первый заместитель председателя Якутской городской думы Евдокия Ивановна Левсикова, председатель Общественной палаты города Якутска Андрей Анатольевич Высоких, глава управы Гагаринского округа Евгений Васильевич Сидоренко, инициатор проекта Олег Леонидович Желнин, родственники рода Новгородовых Сергей Дмитриевич Новгородов и рода Лукиных Тамара Николаевна Лукина. Ну что ж, давайте очень торжественно встретим главное мероприятие открытия. Ура! Ваши громкие аплодисменты, друзья! Открытие нашего сквера состоялось. И сейчас слово для поздравления предоставляется первому заместителю председателя Якутской городской думы Евдокии Ивановне Левсиковой. Ваши аплодисменты. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня действительно очень хороший день. В этом году, во время реализации проекта «Народный бюджет», когда Олег Леонидович Желнин вышел с этой инициативой, она действительно сразу была как-то одобрена, поддержана. И очень здорово, что мы сегодня видим уже результат этой работы. Вообще, я уже который раз бываю на открытии каких-то мероприятий в рамках проекта «Народный бюджет» и все время убеждаюсь, насколько это хороший, нужный, важный проект, где поддерживаются инициативы наших горожан, окружной администрации. Сегодня я хочу сказать огромное спасибо, во-первых, Олегу Леонидовичу за эту инициативу. Так здорово, что в нашем городе есть неравнодушные люди, которые не проходят мимо могил, которые не проходят мимо людей, которым нужна помощь. И в результате рождаются такие замечательные проекты. Сегодня открытие этого сквера – это, наверное, первый шаг. И я понимаю, что дальше нужна будет поддержка, работа. Но самое главное, что положено начало. Мне кажется, что именно память, она действительно очень важна для каждого человека, для каждой страны, для каждого города, республики. Потому что пока мы помним наше прошлое, пока мы помним наших предков, пока мы помним нашу историю, изучаем ее, знаем и с уважением к ней относимся, мы действительно можем развиваться и
думать о будущем. Без прошлого нет будущего. И поэтому это очень важно, вот эта связь поколений, уважение к прошлому, какое бы оно ни было, трудное. И вот период той же гражданской войны, это было очень смутное время для всей страны. Но тем не менее, все, что было в нашей истории, оно было не просто так. И оно действительно требует и заслуживает огромного уважения. Сегодня открытие этого сквера, наверное, еще такой символично, в такой исторический день рождения комсомола. Я думаю, это тоже, наверное, как-то вот важный и хороший, может быть, знак. То, что здесь похоронены потомки тех якутского казачьего полка, участники Великой Отечественной войны, это действительно очень важно. Важно для нашего молодого поколения. И мне кажется, Олег Леонидович, ту работу, которую вы уже начали, ее необходимо продолжать. Продолжать теперь уже вместе с окружной администрацией, при поддержке депутатов Якутской городской думы, вместе с Гагаринским округом. Потому что вот действительно очень важно. Важно, чтобы наши дети, наша молодежь знала свою историю, знала прошлое. То, что сегодня здесь активно участвует музей города Якутска, это тоже здорово. То есть это вот действительно, он не так давно был открыт, и это уже реальное дело музея города Якутска. Поэтому мне сегодня хочется вообще всех поздравить с этим замечательным событием. Еще раз поблагодарить Олега Леонидовича, потому что, ну вот, чем больше в нашем городе будет таких горожан, я думаю, тем наш город будет интереснее, комфортнее, и жить нам будет в нем действительно радостнее и счастливее. Поэтому хочу всем еще раз пожелать здоровья, пожелать оптимизма и действительно отношение к своей истории, знание своей истории очень важно в нашей жизни. И поэтому вот хочется, чтобы вот нас сегодня не так много, но если каждый где-то расскажет, где-то найдет еще единомышленников, таких людей будет гораздо больше. И значит, наш город будет действительно интереснее для всей нашей страны. Спасибо вам большое, Олег Леонидович, огромное вам спасибо. Не останавливайтесь на этом, пожалуйста. Ведите за собой дальше, расширяйте инициативную группу, чтобы действительно в нашем городе было как можно вот таких мест, чтобы мы не проходили мимо вот того, что требует нашего вмешательства, поддержки и внимания. Удачи всем! Спасибо. Слово предоставляется председателю Общественной палаты города Якутска Андрею Анатольевичу Высоких. Добрый день, буду краток. На самом деле низкий поклон Олегу Желнину. На самом деле его настойчивость. Еще в прошлом году, по-моему, он подавал эти документы на вот этот народный бюджет. Важно что? Важно, чтобы мы начали вспоминать историю. Много лет мы просто как-то закрыли глаза, старались не смотреть на это безобразие, которое здесь было. Таких мест на самом деле очень много в городе. И вот та история, 390 лет городу на будущий год будет. И вот пытаемся сохранить, что-то поднять, да, для нас самих, для наших детей. Это очень важно, потому что на самом деле это такой стержень, на котором держится вся основа. Еще раз, Олег, большое тебе спасибо, большое спасибо всем, кто откликнулся. Я думаю, что вам есть чем гордиться, своими предками, которые здесь лежат. И надо показать пример другим, ныне живущим в городе Якутске, большим родам, у которых большая история, как надо относиться к своей истории, истории своих семей. Всем спасибо. Вам спасибо огромное, Олег Леонидович. Слово предоставляется главе управы Гагаринского округа Евгению Васильевичу Сидоренко. Добрый день, уважаемые жители, уважаемые гости. Немножко так волнительно, да, почему-то все утро готовился, честно хочу сказать, готовился прямо вот на беговой дорожке, мысли. И на самом деле, мне как главе округа очень отрадно, что мы сегодня здесь находимся на этапе открытия вот такого сквера памяти. Это связано, вот просто аналогию какую-то свою внутреннюю проводил,
Смотрите, у нас город развивается в разных направлениях. И дороги, и социальные учреждения, и культурные заведения, и культурные центры появляются. У нас появляется общественное пространство. И на сегодня только в Гагаринском округе у нас есть ворота Якутска, у нас есть строящийся парк Победы, у нас есть сквер ветеранов, и у нас сегодня появился сквер, вот наш вот новый, да, вот этот сквер, конечно, он требует, многие могут задать вопросы, ну вот, наверное, что-то еще не доделано. Да, действительно, это только первый этап, мы это все прекрасно понимаем. Но та работа, которая была проведена Олегом Желниным, те перипетии, которые вот, собственно, выросли в этот замечательный сквер, они вот говорят сегодня о многом. И, конечно же, большое спасибо, уважаемые жители, прежде всего вам, за ваше терпение, где-то за вашу критику, за ваше понимание. Это очень важно, потому что вот на самом деле в Якутске таких мест, чтобы вот жители возле себя вот такие вещи начали делать, согласовали это дело, соответственно, установку этих скверов, их почти нету. Их нету. Мне кажется, вот в одни из первых. Олег, вот это сделали, да? И большое, конечно, вам спасибо за это мероприятие. Ну и, конечно же, я знаю, что очень много людей делали изыскания, много очень людей участвовали в организации, в стройке, много людей, соответственно, в исторических архивах участвовали, да, в работе. И мне хотелось бы буквально несколько грамот вот вручить, с вашего позволения. Так вот. Надеюсь, не холодно? Нет? Да. Значит, благодарственное письмо управы Гагаринского округа вручается Хореву Алексею Викторовичу. Давайте поаплодируем ему, да? Благодарю вас за работу по организации сквера. Память поколений. Можно еще поаплодировать, чтобы не было, да? По-доброму, все хорошо. Спасибо. Награждается Буторин Александр Сергеевич. Отличный результат, спасибо. Хворостеный Алексей Викторович. Нет. Ага, ну хорошо, ничего. Максим Александрович Раздьяконов. Светский народ, самый грамотный народ в мире. Не, она хочет все пачкой питаться сразу, да. Не, ну правда. Сверх, так всю ночь готовить. Буторина Юлия Владимировна. Вот. Да, всех сразу вот, без остановки поздравляю вас. Спасибо вам за помощь в организации. Вот, пожалуйста. А мы тут сквер открываем. Высоких Андрей Анатольевич. Хорошо. Кто не знает, он председатель общественной палаты города Якутска. Андрей Анатольевич, я знаю, что вы тоже внесли свой вклад, свою лепту. Нет, Поэтому мы вас поздравляем. Спасибо большое, да. Спасибо. Михаил Олегович Желнин. Я сказал, садовник. Не будем? Это ваш сын? Завтра хочу мешать. Ну и Дроздов Сергей Валентинович. Тоже нету, да? Есть. Где? Подержите. Понял. Они все при аппаратуре. Да. Все при делах. Ну и, конечно, всем жителям в конце своего выступления хотелось пожелать прежде всего здоровья, хорошего настроения, больше оптимизма и будьте счастливы. Спасибо. Слово предоставляется представителю музея города Якутска Екатерине Юрьевне Строговой. Здесь таких нет. Екатерины Юрьевны нету? Продолжим. Есть только Екатерина Алексеевна. Алексеевна. Прошу прощения, извиняюсь, Екатерина Алексеевна. Ну что ж, давайте громкими аплодисментами встретим. Конечно, это замечательный день. Мы с Олегом Леонидовичем 2 года
Больше, больше. Больше? Мне кажется, 2. Больше. Ну, я не знаю, такая жара была, что я уже не очень помню. Мы не просто ждали этого дня, мы тщательно работали для того, чтобы он состоялся. И на самом деле это правда замечательное событие. Вот такие объекты, такие места, они способствуют воспитанию не только подрастающего поколения, но и воспитанию жителей нашего города всех возрастов в уважении и любви к его прошлому, способствует знанию о прошлом. И если таких людей, которые знают, уважают и любят историю нашего города, будет как можно больше, то вот не будет таких историй, которые происходят вот в эти дни на площади Дружбы народов. Вот, поэтому я очень благодарна, конечно, как хранитель истории города, я очень благодарна Олегу Леонидовичу за его подлинное мужество, за его выдержку потрясающую. Знали бы вы, сколько трудностей, сколько препятствий, сколько нервов Олег Леонидович потратил на то, чтобы сегодняшнее событие состоялось. Он настоящий герой. Всем спасибо жителям, которые, вот тем, кто живет здесь. Спасибо всем потомкам, представителям семей, тех людей, которые погребены здесь. Без их деятельного участия, без их душевной какой-то вот поддержки, конечно, было бы намного труднее. Спасибо всем, и очень здорово, что этот сквер все-таки у нас появился. От имени рода Новгородовых слово предоставляется Сергею Дмитриевичу Новгородову. На этом погосте покоится мой отец. На этом погосте покоится мой отец, мой дед и еще несколько родственников очень близких. Я хочу сказать спасибо всем тем людям, которые произвели эту работу, такую очень большую и нужную для народа, чтобы память была о людях. Я даже не думал, что можно так сделать, что я думал, уже все будет здесь заброшено. Спасибо всем еще раз. От всех нас спасибо. Спасибо. Еще раз поздравляем всех с открытием сквера «Память поколений» Новгородский погост. Желаем всем здоровья и благополучия. Завершаем торжественное мероприятие стихами Расула Камзатова. На свете есть покой и есть движение. Есть смех и слезы, память давних лет. Есть умирание и возникновение. Есть истина и суета, сует. Есть жизни человеческое мгновение и остающийся надолго след. Ну что ж, друзья, а на этом наше открытие завершилось. Давайте его закончим громкими, горячими, теплыми такими аплодисментами. И сейчас хотелось бы пригласить всех для общей фотографии на фоне нашего замечательного баннера. Прошу вас проходить. Новгородовых вот этих, у них дальше не поднимают. Олег Леонидович, подходи, пожалуйста. А где Сергей? Олег Леонидович, тоже, пожалуйста. Уважаемые наши гости, попрошу всех пройти на фотографию. Давайте зафиксируем такое замечательное мгновение щелчком фотоаппарата. Еще ближе, кучнее, кучнее, кучнее. Все в кадр влазим. Влезаем. Вы нам команду какую-то дайте, пожалуйста. Надо смотреть хотя бы. В какую камеру смотрим? Внимание, смотрим на меня, пожалуйста. Это их инициатива. Внимание. Еще раз. Улыбаемся. Улыбаемся. Нет, да.
Пленка-то была? Была. Была! Сфотографировали? Да. Ну что ж, всем большое спасибо. На этом наше торжественное открытие подошло к концу. Ну, сейчас их фотографирую. Как? Теперь вот хотел бы показать, вот видите, здесь сквер. Там вот обелиск, который там есть, вот, про который говорил, да? Вот здесь поставлено специально, сделано ограждение. Юридическое лицо уже определено данного участка. И вот здесь стоит такая стелла. Вот дорога. И вот здесь вот теперь вот такое. Вот здесь видите, это дано архивом, Национальным архивом Якутии. Это достоверная карта 1917 года. Ну, действительно, дождь прошел, действительно, Ходил погрузчик ко мне. Грейдера тут близко даже нет. Ты где сейчас находишься и что? мы же подрядчик. И здесь вот Да, грейдер такая не стела. Мы собрали по 500 рублей, грейдер нам здесь сюда грейдировал. По 500 рублей. Те года. Ну теперь дело за малым. Вот теперь дело за малым. Юридическая как бы часть данного сквера определена. Ограждение сделана стела, подведена подводка электрическая. Здесь есть свет. И здесь, для тех, чтобы вы понимали, есть скрытые камеры, поставленные видеонаблюдение. Думаю, теперь дело не сколько за малым. Определение архитектурного плана объекта и работа, наверное, с родственником захороненных людей. И думаю, из этого что-то хорошее получится. Я еще раз показываю вам вот такой небольшой сквер.